На поддержку творческой деятельности и оснащение государственных театров в Республике Коми Москва в этом году выделит больше средств, чем в 2017. Такие коррективы появились в госпрограмме развития культуры и туризма. Постановлением их закрепила первый вице-премьер Лариса Максимова. Так, лидером по укреплению материально-технической базы в этом году станет Национальный музыкально-драматический театр. Почти 5 миллионов рублей. На втором месте Академический драмтеатр имени Виктора Савина более 2 миллионов. Еще миллион, помимо 1 300 000 от республики, там получат на создание в этом году новых постановок. В 2 раза вырастет софинансирование и гастрольной деятельности учреждений. В прошлом году максимальный объем средств федеральный бюджет выделил Воркутинскому драмтеатру больше 6 миллионов. Напомним, о грандиозной работе по модернизации сектора культуры ранее заявил и глава Коми. С его слов, немалое внимание правительство планируется уделить сельским учреждениям. 30 учреждений культуры, они практически были отремонтированы. Я могу сказать, что за год, в предыдущие годы, одно, 2, а это 30. 41 учреждение – это материально-техническая база, понимаете, в том числе и аппаратура, и сценическая, и так далее, и так далее. И кресла, и соответствующие одежда сцены, многое что удалось сделать. Конечно, 25 учреждений, это муниципальные, в основном дома культуры, они коснулись, может быть, в меньшей степени, но, по крайней мере, сейчас на голову не капает, в окна не задувает, и уже это тоже немаловажный фактор. Мы, конечно, все-таки постараемся к столетию республики привести нашу отрасль в надежное, нормальное, современное, функциональное состояние. Это касается и театров, и домов культуры. Конечно, в каждом месте, где есть такая необходимость, она, безусловно, определена, в том числе и с вашей помощью, мы, конечно, все эти вопросы закроем. Поэтому Владимир Владимирович неоднократно говорил по поводу значения и важности культуры в обществе. Особенно в удаленных территориях, там, где, к сожалению, цивилизация доходит медленнее. Кстати, на этой же встрече с губернатором, где впервые озвучено предложение провести 2018 как год культуры, присутствовала директор Воднинского ДК. Она поблагодарила за средства на обновление материально-технической базы, полученной ее учреждением в прошлом году. Любовь Лапина расскажет и покажет, как теперь все выглядит изнутри. Звукооператор Воднинского дома культуры готов с часами с упоением рассказывать о новом оборудовании. Теперь здесь есть даже собственная студия звукозаписи. О такой раньше можно было только мечтать, а сейчас управлять пультом можно из зрительного зала по Wi-Fi. С данной программой мы приобрели эти низкопрофильные мониторчики 12-дюймовые, трековый шкаф, в нем, стейджбокс, процессор и радиосистемы. Много-много-много. И, собственно, сами портальчики звуковые, то есть сабвуферы и сателлиты. Вместо стареньких колонок, которые то и дело трещали и скрипели, мощные, полным спектром воспроизведения частот, а еще 6 новеньких радиомикрофонов, пара головных, петличных, и это не считая традиционных стоечных. Просто шикарный звук, свет прекраснейший, объемный очень звук, очень приятно даже выступать на этой сцене стало во много раз. Конечно, просто, не знаю, такие ощущения, выходя на сцену, это просто, конечно, не сравнить. В Воднинском ДК заменили и световое оборудование. Теперь все, что происходит на сцене, отлично видно с любого места в зрительном зале. А у местных режиссеров появилась возможность творить, то есть рисовать светом на сцене. Раньше спектр ограничивался лишь зеленым и красным, а сегодня в арсенале у постановщиков стробоскоп, который может воплотить любую, самую смелую задумку. Технические возможности у нас на данный момент выросли благодаря этой программе, в которую мы попали. И недавно был поставлен мною мини-спектакль хореографический. Впервые мы взяли современную хореографию, и, соответственно, нам нужен был свет не такой, как в балете, в классическом. Нам нужны были затемнения, высветления, стробоскоп, дымовуха. То есть очень много всего технически мы смогли реализовать в этом спектакле. Директор Воднинского дома культуры отмечает, изначально на полученные по программе деньги здесь собирались лишь заменить кресла в зрительном зале и одежду сцены. Однако суммы хватило еще и на звуковое и световое оборудование, и даже на частичную замену мебели. Из Федерации и Республики в рамках программы поступило 6 миллионов рублей. Еще 3 миллиона 130 тысяч выделила Ухтинская мэрия. Обязательным условием этой программы это было то, что муниципальный бюджет должен был софинансировать
всю эту программу, на которую мы, допустим, претендовали на ту сумму денег. И Магомед Нурмагомедович, конечно, понимая, наверное, все-таки в каком состоянии находится наша культура на селе, выделил в полном объеме средства на софинансирование. Сейчас в Доме культуры готовят новую постановку «200 огненных дней и ночей Сталинграда». Местная публика уже в предвкушении. Уверяет, полный зал будет обеспечен, как в старые добрые времена. Я не Дом культуры называю, вот именно дворец. Отдельно кинозал. Так оно и было. Этот зал с крутящейся сценой. Народ был переполнен. Даже здесь, вот, когда концерты шли, все, это как концертный зал у нас считался. На балкон был занят, и здесь билетов было не достать. И мы заходили вот не в этой шубе, а раздевались, без головных уборов. Чуть ли не туфельки одевали там в фойе. А теперь, если 40 лет не делали ремонта, здесь такая холодина, мы вынуждены все сидеть вот так. И кто в пимах, кто в валенках, и чуть ли не в рукавичках. Проблема с холодом ДК Водного давняя. Еще в 90-е здесь вышла из строя приточная вентиляция. Отремонтировать ее так и не удалось. В 2012-м сделана проектно-сметная документация, но тогда денег на капремонт не нашлось. В замене нуждается и сама сцена. Заноза. После каждого концерта приходим домой, первое, что мы делаем, это мы вытаскиваем занозы из ног. Да. Ну и плюс холодно, конечно, так как специфика у нас танцев открытая, да. Вот. Поэтому очень прохладно. Где-то, конечно, за кулисами всегда греем, прежде Одеваем. чем они у нас одеты, потом мы их быстро раздеваем на сцену, потом быстро одеваем. Руководство ДК вновь рассчитывает на участие в федеральном проекте «Местный дом культуры». В рамках него возможно выделение средств не только на техническую базу, но и непосредственно на ремонт сооружения. Любовь Лапина, Мария Кольцова, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухтинский район.